Трофимов Илья Матвеевич. Он говорит, что родился под счастливой звездой. Изучая его биографию, вполне можно с этим согласиться. А она, переплетаясь с историей нашей страны, очень интересна и насыщена событиями. Илья Матвеевич родился 6 января 1942 года, в годы лихолетия, когда решался вопрос независимости страны под названием СССР. Отец его, Матвей Кириллович, ушел на фронт защищать родину и увидел своего новорожденного сына только после завершения войны осенью 1945 года. Маннате Трофимов Матвей Кириллович Вольжан даврыне лекте лайгастыватым. Ундюхне ноябрь уехень Малданги кунизем, манна те варжан даврынна. А те мана шуралныран бада гурман, вол еп шуралын ченех варжагайны булна керек пырбышулда, ебеде ана гурман. Вара мана аттене курма пыны тыванзем, кутудар веттеші, ебе газап тудармар куман на те. Илья был с детства очень любознательным и с большим рвением познавал жизненные премудрости. Он хорошо помнит, как отец проводил его в первый класс школы. Тогда они долго общались с директором школы Павлом Петровичем Петровым. С удовольствием вспоминает и рассказывает те или иные события, происходившие на его глазах в родной деревне. Илья Матвеевич – хранитель истории и традиций поселения по имени Кошки Куликеева. При общении он часто говорит: «Придет время, и Бог спросит с нас: я тебе дал такие-то способности и возможности. Как ты реализовал свои таланты в этой жизни?» Думаем, что ему не придется краснеть перед Создателем. Илье Матвеевичу есть что вспомнить с высоты прожитых лет, чем гордиться и какие богатства передавать своим прямым потомкам и односельчанам. Паянхи гун кушкиялишен пызыгуяв. Жылана генедергебе, шургисini птерних ишен, халық туны істене пітімдедет, умри тілерзене палырдат, и тұрыша ішлеген күшкі халықтыне пызык тавгаладып. К моменту завершения школы Ильей жизнь в стране налаживалась, но все же еще до полного благополучия жизни граждан было далеко. Он в этот сезон нанялся колхозным пастухом, пас коров. Затем устроился кочегаром на колхозной ферме. У него была непреодолимая мечта учиться и получить образование. По совету главного зоотехника колхоза Александры Кузьминой в 1960 году он поступает в Цивильский сельскохозяйственный техникум. Председатель колхоза «Победа» Зайцев Василий Васильевич сумел разглядеть в смышленном парнишке Божью искорку. Все удачно сложилось, и он стал колхозным стипендиатом. После завершения учебы в техникуме многие его сокурсники разлетелись по всей необъятной стране. А он, молодой специалист высокого класса, вернулся на родину во всем блеске, не хуже какого-нибудь большого руководителя. В данном случае уместна народная мудрость: где родился, там и пригодился. Ыры сунасы ялана керсе бырать, ыры сунны пурнеде кирлі, пурнеде килежечкеха. Имея достаточную квалификацию и компетенцию, в родном колхозе Илья организовал без отрыва от основной учебы в школе курсы трактористов. Пройдя данный курс, парни и девушки могли получить удостоверение тракториста 3-го класса. К нынешнему времени некоторые ребята из его учеников, Общин Николай, Пчелов Владимир и другие, всю жизнь проработали на тракторе и успели уйти на заслуженный отдых. Далее успешного молодого человека выдвинули на комсомольскую работу.
Это благодаря его усилиям и энергии колхозная комсомольская организация приобрела тот размах и авторитет, что в 1967 году организации вручили памятное знамя Чувашского обкома ВЛКСМ на вечное хранение. Организация обрела юридические права на уровне райкома комсомола. Илья Матвеевич стал освобожденным руководителем комсомольской организации. Подобными правами обладали лишь некоторые молодежные организации, таких гигантов, как Чебоксарский тракторный завод, Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат и другие. Бывали случаи, когда я, стремясь быстрее закончить начатую работу, оставался ночевать на рабочем месте, вспоминает Илья Матвеевич. Став более зрелым человеком, Илья Матвеевич стал возглавлять кабинет политпросвещения колхоза. В этом деле он опять стал первопроходцем. Осваивая новое дело, он стал превосходным агитатором-пропагандистом общества знания. Благодаря пламенному сердцу и судьбе ему довелось активно поучаствовать в жизни общества и страны в целом. Это конференции и симпозиумы на уровне региона и Москвы, личное знакомство с легендарными людьми, как наш космонавт Андриан Григорьевич Николаев, дружба с интересными людьми, как профессора Иван Данилович Кузнецов, Василий Дмитриевич Дмитриев, Владимир Иванович Чекушкин и многими другими. Ветеран день Кушлохе Трофимов Илья Матвеевич, вол Кушко ял халахебе пиде таджа шезебрат книги зем ширма фотографии зем мензем унон падам я бала наверное ширин завлат дебинде шавна сымак парашынде Кушко ял халах не тыпчезе ширза бураган Ырыгун, ырысеке тіліне бұлдыр. Шак әмірліке азынмалық жүмалды самантыра. Кейін гына дежіл балық шумне. Шак дежіл балыға ебі комплексті бригадыра іштені жүхне. Ларцақ варса тіртпемай келді. И паянки күн Христос шуравнырамба иди бинге вундық қырмыз шулда. Кушка ялен не кизеп езелардаган палық шекленді. Шак пулым земізем, хыйзеллем пулмашы. Шак пулмызем батнешитме, кушка яле, пидехке хруже трагедии не чатса иртерді. Трагедия хыщын, харгевығы тыра, кушка яле, темір худ ураседірат. Әмірзе миртсе бұрашы, үстерзе ұстын шане, тавра бөлішсем шырашы, кушкызен күннес не, тенгерет бір малалла, қарине де хал курат бір, манын шуғырын балы, кушка пулны, пур пулатке, пур дебур, ну анжақта шақстелі сінде, кушка жалі мишемі шулда бұстанзағайын не шырзағын нешук. Пәдем кушкиял халық не, кизбес орузит пархадарны сені, архивсенде кушкиялы кырай шақында кісіларын не тіптеменле. Тупмалла, и шақна шизоқумалла бұлдыр, шақна шизоқума ұры сәгеттінде бұлдыр. В 1980 году наш юбиляр становится бригадиром 6-й комплексной бригады колхоза. Во главе родной деревни, производственная работа. На этом поприще Илья Матвеевич тоже показал выдающиеся результаты. Высокий урожай зерновых культур, хорошие надои молока и отличный прирост веса местных животных – эти показатели позволяли кошке-куликеевцам занимать лидирующие места среди остальных 8 комплексных бригад объединения. За большие достижения в производстве бригада удостоилась передачи на вечное хранение передвижного красного знамени ЦК ВЛКСМ. Бытность его бригадиром деревня претерпела существенные изменения. На улицах перед каждым домом и вокруг всего селения появились зеленые насаждения. Для ограждения их от скотины штакетниками бесплатно снабжала родная бригада. Выросла двусторонняя березовая лесопосадка вдоль дороги, идущая в сторону Батырева. Тракторный парк переехал на новое место. Бригадный конный двор приобрел новые хозяйственные постройки, появились ряд современных арочных складов. Зерносушильные и сортировочные агрегаты обновились по последнему слову техники и еще многое другое. Колхозницы, подражая бригадиру в его работе, шутили. Илья Матвеевич сказал «кочегарский», переиначивая его эмоциональные категоричные высказывания.
Имя колхоза «Победа» было на слуху не только всей республики, но и далеко за ее пределами. Работа простого труженика тогда высоко ценилась и, соответственно, вознаграждалась. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Илья Матвеевич Трофимов имеет государственные награды: орден Трудового Красного Знамени, бронзовая медаль в ДНХ СССР, юбилейная медаль в честь столетия с рождения Владимира Ильича Ленина, памятные знаки победителя социалистического соревнования и другие. Adakmalı da aşırmalıydı. Tak, gezirme cükletiyle oynarak tuza baradır, ya vişyel giredir. Edip tuza incedir. Vişyel giredir. Avan arka, avan arka, avan arka. Кузенде. Пәдем Россия халыгы. Унченки бұл Совет Союзы. Тада шарсинди пәдем демократия эдемлік. Сиримеш әмірде. Сипалы саманда. Фашистла Германия шапса залатрамба. Ситмәл пәр шул ситине палы давать. Чувашсем ваттесене, вильнисене азынны чух, пехил давыр ваттесем. Ырлыхра, канлыхре булар. Эбир мене шешіне сирін умырда булдар. Эбир сире азын атпыр, эсир бире ан азынар. Евырлыхра, шул жинче мен жинче, пире пулышса бырыр, теші. В 1975 году Илья Матвеевич без отрыва от производства с отличными оценками закончил историко-филологический факультет Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. Мне в жизни очень везло на замечательных людей, с удовольствием вспоминает он свои молодые годы. Профессора вуза, разглядев в нем серьезного и любознательного молодого человека, всячески стремились помогать ему. С целью облегчить исследования для дипломной работы доктор исторических наук профессор Кузнецов Иван Данилович лично пришел в Госархив и познакомил его с сотрудниками учреждения. Где бы ни работал, чем бы ни занимался Илья Матвеевич, он всю жизнь собирал информацию о своей родной деревне и родном колхозе. Имея великолепную память и энциклопедические знания, он может часами размышлять о жизни, в подробностях рассказывать о людях родного края и о своей родной деревне. Очень повезло деревне Кошки-Куликеева, что у них имеется такой неравнодушный односельчанин, замечательный знаток старины и современности. Он является автором ряда статей для Яльчикской энциклопедии, соавтором книги «Батальон моей Родины. Фронтовики. 2015 год», консультантом книги и фильма «125 лет Кошки-Куликеевской школе» 2018 год. Он принимал участие в съемках фильма «Дилогии. Батальон моей Родины» в качестве актера и консультанта 2015-2020 годы. Им подготовлены рукописные варианты книг, справочная энциклопедия Кошки-Куликеева, ушедшие земляки Кошки-Куликеевцы, история колхоза Ким и история колхоза Победа. Уважаемый Илья Матвеевич, мы желаем вам крепкого здоровья, счастливого долголетия, радости от повседневной жизни и успешной творческой работы.